Ну, пошел дождик копать, поэтому эту рыбалку надо быстрее закончить. Так, напротив аппендикса. Фу, ни хрена себе. Ну, ха-ха. Ой-ой, где ты пропала-то? Вау, она прямо на склон попала. Так, хорошо это или не очень, не знаю. Но надо, чтобы не потерялась. До берега дотянется, чтобы за траву зацепить. Ну, что за финтифлюшки. Так, если до травы не дотянется, шест какой-то, надо, чтобы ориентир был. Не дотянулся. Вывод. Видите? Так, где-то здесь палка была. Ага, есть палка, сейчас возьмем. Сейчас возьмем. Ха! Какая она! Да сколько ж тебе лет! Не хочет. Мать ее за ногу. Иди в баню. Вывод. Проредим кустарник. Ну, держит. Нормалек. Так, ну что, Ива, слишком густая ты тут. Ой, фу, блин, в траве лодки-то не видно. Все, думала спрятаться. Нифига. Ни хрена себе рыбочка плеснулась. Ну, это вряд ли карась. Типа щуки за кем-то погналась. Ну, поехали отмечаться. Летом в первом озере, где мы ловили гопи, ну, озеро условно, что там, лужа. Ил глубокий, блин. Рыба там такая вонючая была. А в последнем такой чистейший вкус был. Надеюсь, здесь тоже вкус хороший будет. Так, а мы сейчас рыбацкий узел сделаем. Вот так. Просто так не сорвется. Ну давай. Веревка, прицепляйся. Нефиг и плавать снаружи. Ну, хотя бы так. Ну все. Спасать. Ты высушенные сети. Ну что, поднимать лодку, если не пойдешь? Я и говорю, что сейчас я поеду, лодку подниму практически на зиму. Да. Догоню. Так, программу минимум сделали.
Засолилось у нас чуть больше ведра. То есть там, в принципе, порядочно. Нормально. Ну, а утки нет, так и нету. Бог с вами. Бог вас простит. Ну, размножайтесь. Наш поход начинается со скания лодок и заканчивается. Хотели плащ взять, не взяли, блин. Ой. Хотели сети повесить в сухое место, не повесили. Ладно. Авось небось российская черта характера. Ну что, поехали. Нормально. Пойдет. Ну, лодочка, пока. Мы пошли дядю Валеру догонять. О, какое! Вдруг кто-нибудь типа дяди Валеры споткнется. Уберем. Ну, погнали. Надеюсь, сильно не намокну. Елки, надеюсь, сколько спасут по дороге, пока иду. Лес потихоньку намокает. Блин. Касаешься рукавами елок, бляха-муха. И мои рукава сырыми становятся. Лючва. Лючва, даже не знаю, как перевести. Красочно. Из всех водянистых самая водянистая, короче. Где-то так. Чихну, и оттуда вода польется. Вот это у нас так называемый лавичаяк. В смысле, идем и, видя перекура, садимся на это бревно. Оно уже начало подгнивать. Срок. И вот я вижу, там, где Валерий Батькович садится, сильно намок. Ну, а вот где я сажусь, так не намокло. Значит, садиться не буду. Догоняем. Ходит тяжело. Нифига не догнать. На какой скорости он шпарится, а? Уже до болота добежал. Это метров 700 прошел. А Валерия Батьковича даже не видно на горизонте. Вот жизнь. Валерий, ты где? К избушке подошел. А говоришь, слабо ходишь, блин, нифига себе слабый, догнать не смог. Я с этой стороны болота. Ну, хорошо. Тебе на Олимпийские игры пора подправлять. Паралимпийские. Можно и туда. Однако, вот дает. Ковырял, догнать не смог. Мне надо было лишние где-то 250 метров пройти и лодку вытащить. За это время он 800 метров пробежал, я 700. Он наверняка на лайце яг отдыхал, а я нет. Фу, ладно. Перекур так перекур. Не 5 секунд. 5,5. Ура, я до избушки дошел. Фу. Однако, приключение-то. Личное собирание и рыбособирание. У меня столько сил взяло, я сегодня утром дошел, вот так вот ножки переставлял. Потом отдохнул там на охоте-то. Да, на охоте посидел там несколько часов, и дождь пошел, и сетки у нас снаружи, и у меня второе дыхание, что ли, появилось, дубасил. За 47 минут доскреб сюда. Офигеть. Без всяких перекуров. Я думаю, сейчас отдыхаете. Что фигнешь? Все супер отдыхаете. Видео отдыха догоню. Хрен там догонишь тебя. Да. Для меня это супер приключение. Ладно, бывает. Ага. Ну, насквозь промокнуть не успели. Легкая влага. Ну,
висеть. Может, сколько-то елки на себя взяли. Не успела сильно промокнуть. Так, влажные. Ну все, избушки высохнут. Избушки досохнут. Коим няль. Вроде все. Фу, не было печали, до черти накачали. Слушай, всю неделю эту женщину, странное радио России деньги делают на рекламе, блин, просто... Что там, запора что ли, блин? Делать. У меня желание появилось через неделю, как я эту женщину послушал, чтобы у нее этот запор случился. Что это такое, блин? Достало своим запором. А подобные манипуляции, наоборот, отучают его работать естественным образом. Конечно, сегодня я хочу рассказать об уникальной российской... Что я данными на голову и на что только не влияет, блин. Как человек живет? Данный продукт может быть интересен тем, кто заботится о здоровье желудка и кишечника, тем, кто столкнулся с такой деликатной проблемой, как запоры и плохое Так, ну, тепло дал. бурая водоросль. Сейчас разгорится. Ну, у нас последний день. Когда заезжали сюда, то ли 3, то ли 4 ходки от реки перетаскивания груза пришлось сделать. Время угрохало быть здоров. Ну, обратно поменьше. У меня ведро рыбы полное. Здесь рыба килограмма, 3,5 килограмма здесь. Ну и ведро брусники. Надеюсь, в одной руке я удержу. Ну, первая ходка до реки. Этот груз тяжеловат. Но будем надеяться, что уравновесят это ведро. Груз, конечно, тяжеловат. Поэтому будем идти с перекуром. Первый перекур. Блин. Температура сегодня с утра +1. Нормальная. Уже, по-моему, 4 дня. Один день минусовая явно была. Ледок появлялся. Но сегодня первый раз по радио сказали, что в Москве сегодня похолодает резко. +10 будет. Вчера где-то чуть больше 20 было. 22 вроде сказали. Мое сочувствие. У нас тоже классно. Правда, когда ветер дует, блин, при +1 холодновато. Так, ладно. Правой рукой, что ли, понести 2 ведра. Силы больше тратишь, чем на одно ведро рыбы. Хотя, пускай даже и полное.